В этом году Сухумское высшее общевойсковое командное училище окончили 11 человек. Для молодых офицеров этот день особенный и волнительный. В начале мероприятия военнослужащие возложили цветы к мемориалу славы. После состоялось торжественное вручение дипломов. Заместитель начальника управления кадров Министерства обороны Леон Ачба зачитал приказ министра о присвоении воинских званий военнослужащим, окончившим СВОКу. Дипломы выпускники получили из рук первого заместителя министра обороны Беслана Цвишба. Товарищ генерал-полковник, лейтенант Арбак для получения диплома прибыл. Курсанты 4 года обучались военному делу. Илья Губа гордится тем, что стал выпускником этого училища. За 4 года обучения были получены знания, которые помогут в дальнейшем достойно нести службу в рядах абхазской армии, говорит молодой офицер. Довольно рад, что закончил училище. К этому стремились около 4 лет. Желание было работать в вооруженных силах, служить своей родине. И в остальном довольно престижное заведение учебное, в котором дают хорошее образование, хорошую дисциплину и воспитание. Все довольны, что я выбрал такую профессию, потому что гордость, что защищает твою родину, твой брат и так далее. Выпускниками СВОКу, как никто другой, сегодня гордятся их родные, которые пришли, чтобы разделить с ними важность момента. Сегодня с ГУДУТа я приехала с мамой, чтобы поддержать своего двоюродного брата и пожелать ему дальнейших успехов. После по сложившейся давней традиции выпускники СВОКу, сняв фуражки и преклонив колено, простились со знаменем училища. Товарищ генерал-полковник, личному составу выпускного курса нагрудные знаки диплома вручены. Начальник училища майор Нинов. Поздравляю вас с успешным завершением училища! Ура! 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 Звучат напутственные слова от руководства СВОКу и Минобороны. Поздравительный адрес от имени руководства Министерства обороны зачитал статс-секретарь Давид Бжаня. Вам есть чем гордиться. За время своего существования училище подготовило для войск более 500 офицеров. Многие из них отмечены высокими наградами. Выпускники училища занимали и занимают высокие должности в Министерстве обороны и в вооруженных силах Республики Абхазия. Сегодня ваши предшественники, молодые офицеры, выпускники училища, с честью выполняют свой воинский долг, с отличием несут веренную военную службу. Важно отметить, что в Сухумском высшем общевойсковом командном училище курсантов обучают по методикам и стандартам российских военных училищ. В 2005 году училище было преобразовано постановлением Кабинета министров как высшее учебное заведение по стандартам российских вузов. С 2-годичного курса обучения перешли на 4-годичный курс обучения. Наши выпускники после окончания нашего учебного заведения им присваивается первичное воинское звание лейтенанта, также диплом государственного образца по квалификации менеджера по управлению персоналом. Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны Республики Абхазия за поддержку, за оказание помощи в воспитании и молодых офицеров, и в целом за развитие нашего учебного заведения. В Сухумском высшем общевойсковом командном училище уже идет набор абитуриентов. Прием документов проводится в военных комиссариатах по месту жительства до конца июня. Вступительные экзамены у нас проходят в первую очередь это физическая подготовка. Так как у нас физическая подготовка каждые полгода на летней сессии, зимней сессии проходит как экзамен. Есть другие ряды экзаменов. Это вот математика, история Абхазии. И, естественно, диктант, значит, письменный абхазский язык или русский язык. Абитуриент имеет возможность выбрать. Очень много абитуриентов приходят. Вот, на сегодняшний день вот, мы выпустили 11 выпускников. Вот, в течение 4 лет, значит, их было достаточно много на первом курсе, но, к сожалению, на выпуске, значит, 4 года
сами видите, до 11 мы как-то так вот лучшие из лучших остались, скажем так. Затем, под звуки военного оркестра, молодые лейтенанты прошлись торжественным маршем и по традиции военных училищ бросили монеты в воздух на счастье. Сейчас выпускникам дается месяц на отдых, после чего они приступят к службе в силовых ведомствах страны. Шазина Ханагу, Нарсоу Цулуке, Абхазское телевидение.